Добрый день всем, меня зовут Мария, я специалист Института прав мигрантов, организации во Вроцлаве, которая помогает мигрантам в любых, в принципе, вопросах, с которыми к нам обращаются иностранцы, которые переезжают в Польшу, и, в принципе, тоже какие-то кратковременные мигранты, которые приезжают сюда только на работу или же там в гости. То есть любой вопрос, с которым иностранец встречается во Вроцлаве или же вообще в Польше, может обращаться к нашей организации и получить бесплатную консультацию на любую тему, с которой у него возникла проблема, или просто тему, на которую он бы хотел узнать информацию. И сегодня, соответственно, поговорим о том, как арендовать и купить жилье иностранцу в Польше. Я бы хотела сразу попросить всех убрать звук, чтобы мне было проще говорить, чтобы я не отвлекалась просто на шумы. Да, спасибо большое. В случае вопросов, конечно, можете писать свои вопросы в чат, Татьяна будет их списывать, и в конце этой лекции я смогу ответить на вопросы, которые у вас возникнут во время презентации. Итак, я думаю, можем начинать. Есть. Ну и первое, о чем бы хотела сказать, это о долгосрочной аренде жилья. Арендовать можно как общежитие для студентов на достаточно долгий срок. Называется он академик, их есть несколько. Это может быть как на приватной основе, также может быть от университета, но, конечно, студент сам должен оплачивать себе проживание в академику, в таком общежитии. Также существует общежитие в Польше для взрослых людей. Такие чаще всего открываются для людей, у которых вообще нет постоянного места жительства, или же для того, чтобы там переночевать какой-то короткий период. Есть достаточно много таких ноцлегов у нас во Вроцлаве, где могут просто бездомные тоже прийти и бесплатно переночевать. Также есть такое, как съемные квартиры, об этом мы тоже позже поговорим чуть-чуть больше, и съемные комнаты. Как можно искать жилье в Польше? Конечно, существуют агентства недвижимости, они помогают, в принципе, властителям снимать и находить, в принципе, арендодателей и арендаторов. Также можно найти жилье в социальных сетях. В принципе, это такой вариант, который я, наверное, советую как представитель института с опытом работы, консультирования. Это как может быть второй вариант после, конечно, сарафанного радио. Можете заходить на такие странички, как здесь указаны в Фейсбуке, или же тоже в Инстаграме есть достаточно много групп, на которых сидят только русскоговорящие люди, и они время от времени публикуют просто места, что если они, например, съезжают с какой-то квартиры, они ищут на свое место какого-то жильца, и, соответственно, достаточно быстро такие предложения разбирают, как в Фейсбуке, так и на Инстаграме. Также можно искать место жительства на интернет-порталах. Я лично чаще всего использовала OLX, потому что там достаточно легко и быстро можно сконтактироваться с владельцем квартиры или же дома. Вот. Ну и на других тоже можно, на указанные здесь тоже можно искать себе место жительства. Чаще всего на Отодоме публикуют объявления через агентство недвижимости. То есть чаще всего, кроме той цены, которую надо будет оплатить кауцию в начале, и цены, которую надо будет оплачивать чинш каждый месяц, надо будет еще доплатить какую-то соответственную сумму для агентства недвижимости. Соответственно, это чуть-чуть дороже получается, но также на Отодоме собирают, в принципе, все объявления, включая тоже объявления на OLX. То есть то, что вы найдете на OLX, по-любому будет находиться на сайте на Отодоме. Да, ну и последний вариант
как можно искать место жительства, жилье, это сарафанное радио, это тоже самый прекрасный, мне кажется, вариант искать место жительства, просто поспрашивать у знакомых, или же, может, кто-то где-то вспоминал, говорил, потому что этот человек сразу может вас посоветовать для владельца квартиры, и не будет каких-то больших проблем, чтобы вас взяли в комнату или же арендовали для вас целое жилье. Договоры аренды жилья. Какие они бывают и как подписываются? Договор аренды жилья может быть подписан на неопределенный срок. Это на час означенный, то есть это может быть на полгода, на год. Он истекает автоматически по истечению срока, на который был заключен, согласно соответствующему заключению договора. Но, в принципе, если в договоре у вас указан пункт, что можно расторгнуть договор в моменте, например, при каких-то условиях, это тоже возможно. Но если, например, ни владелец, ни вы не нашли себе каких-то причин, чтобы раньше расторгнуть договор, тогда он закончится автоматически, когда истечет срок, указанный в этом договоре. Конечно, такие договора могут быть продлены, просто дописывается аннекс, о котором я тоже скажу чуть-чуть попозже, или же просто подписывается новый договор. А также существует договор аренды жилья на неопределенный срок, тут ошибочка, то есть на час неозначенный, и обычно его прекращает одна из сторон с соответствующим периодом уведомления, и в договоре следует четко указать способ и срок расторжения такого договора. Если например, если одна из сторон тоже хочет не так, если в договоре не указан срок расторжения такого договора, то есть, например, нету окресу выповедения, то есть этот период, который человек должен еще прожить в этой квартире, чтобы владелец успел еще найти найти нового человека на это место. Это может быть месяц, может быть 2, но если такой срок не указан в договоре, тогда таким сроком является 3 месяца с момента информирования о том, что человек уже съезжает, либо же если владелец информирует человека, что он заканчивает уже с ним договор, тогда также 3 месяца имеет арендатор для того, чтобы еще прожить 3 месяца, то есть за это время себе найти просто новое место жительства. Или же также существует умова найму оказионального, то есть соглашение о разовой аренде жилья, и в договорах такого типа не применяется большинство положений о защите прав арендодатора. Требуется нотариальная форма, и арендодатор обязан подать заявление о наличии другой квартиры. Тут очень важно понимать, что, в принципе, эта нотариальная форма, она оплачивается только вами, только человеком, который хочет снимать место жительства. И в этой нотариальной форме он указывает, что в случае чего ему есть куда переехать, и он в случае чего будет там проживать, то есть если арендодатель как-то решит просто закончить и разорвать с ним договор, тогда у него точно есть место жительства, и арендодатель никак не отвечает за какие-то последующие проблемы арендатора. Кроме того, арендодатель должен быть собственником сдаваемого в аренду жилья, это само собой. И также наличие этой другой квартиры и владелец этой другой квартиры, он также должен дать подтверждение того, что он является этим владельцем и что он дает свое разрешение на то, чтобы арендатор там проживал в случае чего. В принципе, эта умова найму оказионального, она составляется чаще всего нотариусами и продумана больше на руку для арендодателя, не для арендатора. Соответственно, чаще всего проблемы какие-то возникают именно с этим договором. Но с другой стороны, в принципе, этот договор был создан для того, чтобы больше защитить права арендодателя, чтобы он просто не отвечал за какие-то последующие проблемы арендатора. Подписание договора специальных правил, для аренды жилья в общем нет, но договор должен быть составлен на 2 языках, на польском и втором языке, который понятен арендодателю и также арендатору.
Тут важно сказать, что в принципе, если просто иностранец не понимает тех пунктов или там же некоторых пунктов, которые указаны на польском языке, только в том случае он может попросить договор в том языке, который для него является понятным. Это в принципе есть на законодательном уровне установлено. Соответственно, если иностранец попросит второй экземпляр в языке ему понятном, арендодатель, он должен это осуществить, он должен перевести этот договор и представить его для арендатора. То есть не обязательно, в принципе, он должен быть составлен уже в 2 языках, он может быть составлен в 2 языках, но если есть такое желание, как бы обязательно. Ну и тут, соответственно, информация о аннексе к договору. Да, то есть, в принципе, аннекс – это документ, который тоже заключается в письменной форме и составлен в том же количестве экземпляров, что и договор, то есть в 2 экземплярах. Если есть больше экземпляров, то, соответственно, к каждому экземпляру дописывается аннекс. Аннекс – это как бы дополнение к договору, или же, как тут указано, приложение. Вот с его помощью мы можем изменять содержание положения, любых положений, в принципе, в договоре, или же добавлять какие-то новые положения. То есть если меняется оплата, если меняется как-то просто, не знаю, почтовый код, если меняется срок, на который был подписан договор, это все указывается в аннексе. Конечно, можно, в принципе, сделать новый договор, но тогда надо расторгать предыдущий договор, то есть писать выповедение, и только тогда составлять новый договор. Но чтобы не делать вот это вот всего, этих всех манипуляций, потому что это там намного дольше, и потом зарегистрировать это в ужанде для владельца сложнее будет. Соответственно, легче сделать просто аннекс, как бы это может быть даже на одной страничке, где будет писать, что изменения входят в пункт, например, 5, параграф 6 договора с дня такого-то, такого-то, и следующий пункт звучит таким образом, и прописывается, как изменяется пункт, соответствующий там в договоре. Аннекс должен содержать номер, дату и место подписания договора, в котором он составлен, стороны договора, тему внесенных изменений, указание даты вступления аннекса в силу, и также, конечно, к какому договору этот аннекс приписывается. То есть, например, может это звучать как аннекс до умовы найму с дня и такого-то дня, то есть дату, которой был подписан этот договор раньше, соответственно, с умовы с дня такого-то, такого-то. В конце предложения стоит сделать пометку о том, что остальные положения договора остаются без изменений. Это, да, это очень важно, но, в принципе, очень редко так делают, поэтому это как бы больше как бы наш совет со стороны, потому что иногда могут возникать проблемы как бы в будущем. Если будут какие-то проблемы между арендодателем и арендатором, если будут возникать какие-то вопросы, то стоит, в принципе, добавлять такую строчку. Это никак не влияет на арендодателя, вообще никак, это просто для сохранения и, да, для сохранения просто как бы охраны, в принципе, прав и арендодателя, и арендатора. Аннекс должен быть подписан точно теми же лицами, которые являются сторонами договора. Ну и, собственно, тут на что стоит обращать внимание при осмотре жилья. Можно проверять, в принципе, является ли арендодатель собственником, субарендодателем или имеет другие права на недвижимость. Почему? Потому что временами владельцы жилья, какой-то квартиры, они временами не дают разрешения на то, чтобы их арендаторы могли давать в аренду, сдавать в аренду это же жилье, эту же квадратуру для кого-то другого. Соответственно, проверяя это, является ли этот арендодатель субарендодателем, то есть под владельцем, имеет права на то, чтобы снимать для кого-то это жилье. Если это не является, тогда это будет противозаконно, и, соответственно, это уже как бы лучше туда не лезть, скажем так, не подписывать с этим человеком договор. Также стоит обсуждать с арендодателем условия аренды.
Тут очень важно уточнить как бы информацию о том, как будет сплачиваться кауция, например. Или это будет наличкой оплаченная сумма, или же это будет сделан перевод на карту. Если на карту, это обязательно должно быть тоже указано в договоре, потому что недавно тоже достаточно много договоров, которые нам встречались. Просто в них не указывают, как именно будет сплачена кауция, потому что потом, когда будут ее возвращать, могут быть проблемы. Как бы арендодатель тогда может как-то манипулировать этими деньгами, чтобы только их не отдать. Ну и, соответственно, если сплачивается наличкой, должна быть подписана как бы отдельный документ, который фиксирует факт оплаты этой кауции. То есть должно быть указано, что в таком-то дню была сплачена конкретная сумма, какая сумма и подписи обеих сторон. При приеме квартиры рекомендуется составить протокол приема передачи. Как правило, они уже есть, и владельцы они сразу их представляют, который подробно описывает состояние квартиры, мебели, показания счетчиков и количество комплектов ключей и других пунктов. Тут также к этому пункту тоже советую просто договориться с владельцем и сделать фотографии каждой комнаты в первый день сдачи квартиры и потом фотографии в день сдачи квартиры владельцем для арендатора и в последний день съема, то есть фотографировать, чтобы потом тоже как бы не было никаких вопросов, если кто-то другой поломает какую-то мебель в квартире, чтобы потом владелец не обращался к вам с этой проблемой и не обвинял вас в том, что вот, например, какой-то шкаф поломан и это сделали вы. То есть кто-то может не соглашаться на это, но лучше, конечно, сделать фотографии. Это тоже, в принципе, частая практика, это тоже с личного опыта, могу сказать. И это вполне нормально, как бы тоже защищает права и арендодателя, и арендатора. Ну и о кауции, в принципе, я тоже указала. Также это относится тоже к арендной плате и счетов всех. Но это, в принципе, как правило, в договоре указывается, каким образом будет оплачиваться чинш, то есть арендная плата и, соответственно, все счета. Особенностью договора аренды комнаты является использование конкретно указанной комнаты с правом доступа к общим частям квартиры. Если на всю квартиру один договор аренды, который включает всех арендаторов, то каждый раз, когда кто-то с арендаторов меняется, нужно собирать остальных для подписания нового договора. Это, в принципе, единственный такой момент, когда вы снимаете комнату, или же там это один общий договор. Это единственный момент, на который тут стоит обратить внимание, что касается договора, что просто если будут какие-то изменения вноситься в договор, или же будут подписываться те же самые аннексы, каждый всегда должен быть присутствующий, кто подписывает этот договор раньше, он должен присутствовать при выдаче новых аннексов или же при продлении договора. Соответственно, намного полезнее и выгоднее для арендатора иметь как бы себе договор на отдельную комнату. В любом случае, как бы имея такой договор, да, он является арендатором только одной комнаты, но, конечно, имеет доступ к другим комнатам, которые делятся на всех. То есть это кухня, ванная и коридор. Дальше чуть-чуть о покупке недвижимости в Польше. Если иностранец хочет приобрести в Польше право собственности или право на бессрочное пользование недвижимостью, он должен получить разрешение министра внутренних дел. Это очень важно, такое разрешение относится только к людям, которые хотят покупать какой-то кусочек земли. То есть, в принципе, если мы покупаем какую-то квартиру или же покупаем какой-то дом, в принципе, такого разрешения не надо получать. Если уже около дома у нас есть какой-то кусочек земли или же просто парковочное место на земле, как бы, не гараж, на гараж тоже не надо получать разрешение министра, а именно кусочек вот этой земли, чтобы там, например, что-то построить или там себе оставлять машину. На такой кусочек земли надо иметь такое разрешение. Также можно по-простому сказать как бы огрудок, но вот этот огрудок возле дома, в принципе, нету ограничений
в том, кто может покупать недвижимость в Польше. Вас даже может не быть в Польше в априори, чтобы купить какую-то недвижимость. То есть вы можете быть каким-то предпринимателем, который просто хочет открыть себе филию в Польше какой-то фирмы, и, соответственно, он может себе купить какую-то недвижимость, какую-то квартирку, чтобы потом там сделать офис. Для этого не надо получать разрешение. То есть вы можете быть даже на ожидании на карту, и тоже не надо иметь разрешение для того, чтобы купить недвижимость. Здесь есть одно исключение. Если эта недвижимость является на приграничной зоне расположена, тогда обязательно надо получать разрешение министра, потому что как бы на приграничной зоне пограничники могут как бы вести какие-то свои действия, или это же какие-то военные действия, то есть тут уже как бы обязательно, вне зависимости от того, что вы покупаете, или же это дом, или же это квартира, или просто кусочек земли, земля на гараж. На это все, в этом случае, если это все находится в приграничной зоне, тогда должно быть вот это вот разрешение. Разрешение такое, на это разрешение можно ждать от 2 до 4 месяцев, это в среднем, но иногда может это продлиться до даже года. И срок действия такого разрешения 1 год, то есть в течение действия этого разрешения вы можете купить себе какую-то недвижимость. И, конечно же, это разрешение выдается только на конкретную покупку конкретной недвижимости или конкретного кусочка. Потому что вот, как вы видите, среди документов тут есть информация о доме, участке, ипотечная книга, выписка, то есть все документы, которые относятся к конкретному кусочку земли или к конкретному зданию. Заявление такое можно написать в свободной форме. В принципе, вы просто как бы базируете информацию, указываете там информацию, описываете, для чего вам нужно купить эту недвижимость. Как правило, нету каких-то больших проблем с получением именно разрешения, просто что надо его дольше подождать. Конечно, если у вас нету каких-то больших штрафов в Польше или задолженностей, или же там, не знаю, вдруг вы не являетесь в розыске международном. А так, в принципе, нету каких-то проблем, чтобы получить такое разрешение. Иностранец может приобрести недвижимость, площадь которой на жизненные потребности уходит и не превышает полгектара. То есть это 5000 квадратных метров. Если она превышает, тогда в любом случае надо получать разрешение на недвижимость, вне зависимости от того, где она находится. На этом стадии уже указаны документы при оформлении права собственности. В принципе, если вы покупаете, как бы чем отличается то, что вы владелец, от того, что у вас есть право собственности? Да, конечно, вы автоматически, когда становитесь владельцем, вы получаете это право собственности, но тоже, если, например, квартира находится в wspólноcie mieszkaniowej, то есть это как бы сообщество проживающих к этой wspólноcie может в эту wspólноту может входить 2 подъезда, например, или 3 подъезда большого многоэтажного дома. У этой wspólноты есть свой администратор, который контролирует все проплаты за вывоз мусора, за уборку, за какие-то ремонтные части, если будут какие-то ремонты подъездов или же там дверей входных. То есть в общем здании, в котором находится квартира, тогда иностранец получает только как бы право собственности на квартиру, он не является владельцем, но у него есть все права, чтобы, например, как-то менять или потом продавать это право собственности для других людей. То есть как бы фактически владельцем этой квартиры может являться город, как бы государство, но у вас есть все права собственности на эту квартиру. И это тоже стоит уточнять, когда вы будете искать объявление на покупку квартиры или же дома. Эта вся информация указана в документах, в принципе, на недвижимость, которые прилагаются при продаже.
Ну и, соответственно, при оформлении права собственности тут, в принципе, можем поставить равно тем, чтобы стать владельцем. Должна быть обязательно ипотечная книга, выписка, в которой указано, например, что нет никаких задолженностей по сплате ипотеки или же сплате какого-то кредита. То есть это очень важно проверять вначале все эти документы. Также документ о праве собственности, реестр земельных участков, подтверждение, что на объекте недвижимости не осталось прописанных людей, это тоже очень важно. Разрешение, если необходимо, тут мы говорим о разрешении от министра, и договор. То есть это пакет документов, которые вам надо будет принести для нотариуса. Все документы, которые вам будут предъявляться предыдущим владельцем или же агентом с агентства недвижимости, вам надо будет проверять самостоятельно. То есть вам надо будет проверять вот эти все задолженности, не осталось ли прописанных людей и так дальше, и так дальше. То есть это все надо будет проверять самостоятельно. Часто иностранцы не знают до конца, где это надо делать и как. Но, в принципе, информация, как бы вот эта, как ипотечная книга, должно быть выдана владельцам. Но иногда бывает так, что они не выдают. Соответственно, тут просто советуем сконтактироваться с человеком, который очень часто занимается как бы или продажей, или покупкой недвижимости, чтобы он просто вам подсказал, где правильно и что проверять. В принципе, агентство недвижимости делают, как бы у них есть обязанность на то, чтобы проверять эти все документы перед тем, как представить их для арендатора, но бывает так, что агенции этого не делают. Чаще всего, когда вы подписываете договор с агентством недвижимости, они указывают этот пункт, как бы эту услугу проверки документов, они указывают в договоре, и берут за нее какую-то дополнительную плату. То есть тоже очень внимательно, если вы будете покупать через агентство недвижимости квартиру или же там дом, очень важно читать, проверять договор, который вам дают подписывать, чтобы потом не было такого, что они говорят, да, мы проверим, но в договоре этого нету, соответственно, в конце они могут сказать, нет, мы не проверили, и все. Как бы и с них не будет никакого спроса, потому что в договоре этого пункта не указано. И также потом, когда нотариус будет подписывать передачу права собственности, он, как правило, он проверяет наличие всех документов, но он не будет проверять, есть ли какие-то кредиты на этой квартире или же какие-то несплаченные долги или что-то в этом роде. Он этого не будет проверять, потому что это, по сути, в принципе, не будет являться его обязанностью или же работой. Ну и, соответственно, договор можно заверять с нотариусом в двух видах. Это полный и предварительный договор. В первом случае происходит оплата и переход права собственности, то есть сразу мы сплачиваем полную сумму и сразу получаем права на недвижимость. И во втором случае возможна частичная предоплата. В этом случае можно сначала оплатить какую-то первую часть, а потом как бы дальше уже доплачивать. Это больше относится к кредитам и ипотечным квартирам. Ну и уже в моменте, когда у вас есть ваша квартира, вы можете зарегистрировать свое место проживания, то есть оформить прописку. В Польше существует обязанность того, чтобы прописаться, то есть obowiązek meldunkowy. Сделать это надо не позднее 30-го дня прибытия в место временного пребывания в Польше. Достаточно часто просто этого не делают, потому что потом, как бы несколько лет назад просто много людей как бы забывало просто аннулировать эту прописку, и потом у владельцев были некоторые проблемы с тем, чтобы продать, например, или дать в аренду, сдать в аренду место жительства для кого-то другого, потому что там прописан другой человек. И же, например, если человек прописан в этой квартире, владелец не имеет права его выгнать, как бы, потому что у него уже есть некоторые как бы полные права на проживание в этом месте жительства. Ну и если граждане государства члена ЕС к нам как бы не относятся, но в принципе, если граждане ЕС приезжают в Польшу проживать до 3 месяцев, им не надо оформлять прописку. Если больше 3 месяцев, тогда надо. Ну и не позднее 4-го дня прибытия в место временного пребывания в Польше.
если человек находится в Польше более 30 дней и не принадлежит к группе, в принципе, ЕС. Если меньше 30 дней человек будет проживать в Польше, то есть это, по сути, туристическая цель пребывания, тогда иностранцу не надо регистрировать свое место жительства. В Польше, как бы, соответственно, к законодательству нельзя оставаться в Польше дольше, чем указано в документе, подтверждающем право на пребывание в Польше. Тут как бы можно это более сузить и сказать, что нельзя оставаться в том месте жительства, но как бы вот этот обов'язок мельдунковый, этой обязанности ей не все следуют, не то чтобы не все не следуют, можно даже так сказать, потому что это не до конца выгодно как бы для владельцев. Но обязанность такая существует, нету, в принципе, штрафов, если вы не будете прописываться, но этим сейчас как бы пользуются владельцы, и в договорах про съем квартиры или же комнаты указывают, что, например, иностранец не имеет права, ему запрещено как-либо регистрировать свое место жительства в данном локале, то есть в данной квартире, но это, по сути, не является законным, потому что существует вот эта обязанность регистрации, и они не могут, как бы владельцы не могут этого запретить. То есть, по сути, если у вас указан такой пункт в договоре, вы можете себе спокойно пойти прописаться. Но как бы появляется уже другая проблема, когда вы приходите в Ужонт Міста, хотите прописаться, и вы знаете, что у вас есть этот обов'язок мельдунковый, но вы понимаете, что, в принципе, вы знаете просто, что есть такая обязанность, но вы не сможете как-то этого доказать, как бы переспорить, грубо говоря. Тогда надо представить просто для них подтверждение письменное от владельца, что он разрешает зарегистрировать место жительства для иностранца, который проживает в квартире владельцем, которой он является, на такой-то, такой-то период, или же там на период срока подписания договора. То есть только на этот период он может максимально прописаться. В принципе, когда вы регистрируете место проживания, вы можете себе указать, на какой период, чтобы вас зарегистрировали. Это полезно только, наверное, в случае того, что если вы хотите оформлять делать себе права здесь, или же покупать машину, чтобы ее зарегистрировать, потому что в этих двух случаях обязательно должно быть подтверждение регистрации места проживания, то есть засвідчення о замельдуванню. И там уже не важно, насколько оно подписано, главное, чтобы оно было, чтобы можно было его представить для Уженду Міста, чтобы они смогли вам сделать в случае учебы, учебы на вождение, курсов езды, чтобы просто была прописка, чтобы они могли вам выдать профиль кандидата на кировце, или же, если будете регистрировать машину, чтобы они, опять же, просто могли это представить и записать это в базу, но это не должно быть там на какое-то неопределенное время, или же на год, например, это может быть просто прописка на месяц или на 3, чтобы они просто могли это указать как бы себе в базе. Существует миф, что насколько выдана прописка, настолько будут выданы права. Это миф. Это миф и ложь, и провокация. Во Вроцлаве у нас можно прописаться в Уженде Міськім в Вроцлаве на Габриэле Запольский. Принимают они там без регистрации, без предыдущей регистрации, резервации места. Сама регистрация прописки бесплатная, но за выдачу подтверждения о прописке надо будет заплатить 17 злотых. Лучше сразу это делать перед тем, когда вы будете идти в ужин, потому что на данный момент там сейчас нельзя оплатить в кассе. Как бы в каждом ужине у них раньше была касса, но сейчас из-за пандемии их всех позакрывали и просят просто делать переводы на счет. И этот счет, в принципе, можно найти на веб-сайте этого ужина. И кредит на жилье, как его можно получить, и какие есть условия для иностранцев, чтобы получить кредит. В основном для того, чтобы выдать кредит, банки требуют иметь разрешение на постоянное место жительства, то есть карту сталого побыту. Но, в принципе, некоторые рассматривают заявки и по часовому побыту, по карте побыта часовой. Этот человек должен иметь постоянный и стабильный доход,
Сюда тоже учитывается личный бизнес. И надо внести 20% первоначального взноса для того, чтобы как бы иметь вот этих 20% и дать подтверждение того, что эта сумма есть. Банк это будет проверять. И только тогда, когда он подтвердит, что у вас есть все эти пункты, только тогда они смогут вам выдать решение на то, чтобы выдать кредит на жилье. Обычно кредит выдается на срок до 30 лет, не больше, но, конечно, может быть меньше в случае того, если вы будете оплачивать ратами, как бы частями побольше. И, так как я сказала, в условия входит постоянное или временное место разрешения на проживание, кредитная история. Этот рапорт БИК, он проверяется кредиторами, как бы кредитодателями. Банк, в котором вы хотите получить кредит, они это могут все проверить как бы в своих базах и давать просто запросы в другие банки. Банковская история, это также относится, если, например, вы хотите получить кредит в одном банке, у вас история банковская из другого, соответственно, надо дать эту всю информацию получить из другого банка, подтвержденную, с печатками и подписями, и представить это для другого банка. Также должен быть действенный трудовой договор, справка о доходах, либо же налоговая декларация. На данный момент от иностранцев могут требовать все 3 документа, но бывают, конечно, банки, у которых там легче получить и кредит, и меньше документов надо будет приносить. Это уже все зависит от банка, потому что как бы каждый банк, он является приватной как бы фирмой, по сути, и они могут сделать себе свою политику приема клиентов и какие требования они себе устанавливают на те или иные действия. Ну и в случае, если это кусочек земли или приграничная зона, надо представить это разрешение на покупку недвижимости. То есть, по сути, если вы, пока вы не получите это разрешение от министра, нету смысла идти в банк, потому что все равно надо будет ждать на это разрешение. Ну и в любом случае банки будут требовать от вас ПЭС, мельдунок и являться налоговым резидентом Польши, то есть, в принципе, работать и сплачивать налоги. И тут указана информация, в принципе, как наша организация работает. И справа снизу можете найти наши контакты. Телефон опирается в часах приема граждан, указанных тоже здесь по правой стороне. Можете нам звонить, можете нам писать. Также можете нам писать на Инстаграме, либо же на Фейсбуке. Тоже записаться можно будет через те соцсети. И мы с радостью вас примем и подскажем, расскажем все, что нужно. Да. Ну и это, в принципе, все.